навоз на заднем дворе или гению все дозволено. В истории работы над древними тюрками есть и совершенно неизвестный эпизод, который биографы Гумилева или обходят вниманием, или же просто о нем не знают. Он в свое время не получил огласки благодаря деликатности Михаила Хвана и посвященной в его дела Татьяны Крюковой, да и сам Лев Николаевич сумел избежать конфликта и скандала, которым могла обернуться публикация его блестящей монографии. С Михаилом Федоровичем Хваном Гумилев познакомился в своем последнем лагере. Хван, помимо родных языков, корейского и русского, хорошо знал японский и китайский. Пока Михаил Федорович сидел в лагере как японский шпион, по его книге «Идеография» студенты Ленинградского университета изучали иероглифическую письменность. В отличие от Гумилева, Хван до лагеря не успел защитить диссертации, поэтому во второй половине 50-х его положение в научном мире было шатким. Лев Николаевич предложил ему сотрудничество. В 1958-м два востоковеда начали готовить к печати неизданные работы Бичурина. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии знаменитого русского синолога под реакцией Гумилева и Хвана вышло уже в 1960-м в Чебоксарах, на родине Бичурина. Тюрколог и синолог, историк и лингвист, на первый взгляд они идеально дополняли друг друга. Но Гумилев, резкий, авторитарный и экспансивный, видимо, не мог слишком долго и вовсе бесконфликтно работать с другим исследователем. Ученые, особенно ученые талантливые, вообще не слишком мирный и толерантный народ. После защиты диссертации Гумилев дорабатывал и готовил к печати своих древних тюрков. Ему предстояло решить научную проблему. У каждого знатного тюрка было не только имя, но и чин, титул, а иногда и прозвище. Если Шад, принц крови, становился ханом, то его титул менялся. А составители китайских хроник могли назвать тюркского хана и по титулу, и по имени, и по прозвищу. Кроме того, даже китайцы переиначивали тюркские имена, а в устах перса или грека, армянина или араба титулы тюркских ханов искажались до полной неузнаваемости. В результате один и тот же человек в разных источниках действовал под разными именами. Например, жил-был такой Талис-Тегин, принц Восточного крыла, известный еще как Ирбис-Ишбара, барс могучий, и Сыд-Джабгухан, вероломством достигший титула Джабгухан. Китайцы называли его Шили-Деле, Тел-И-Дели, Иби-Балалюй, Баласы-Шихука-Хань и Сы-Шихука-Хань. И все это один человек. Политическую историю каганата не понять, не разобравшись в этой головоломной тюркской ономастике, но Гумилев, не знавший китайского, в принципе не мог бы решить эту задачу. Поэтому он и призвал на помощь Михаила Хвана. У того был свой интерес. Богатый материал, собранный вместе с Гумилевым, он мог бы использовать для работы над своей диссертацией. Сотрудничество ученых как-то постепенно перешло в отношения начальник-подчиненный. В письме Гумилеву Михаил Федорович так будет рассказывать о своей работе над тюркской ономастикой по китайским данным. По мере готовности я сдавал вам частями свои черновые наброски на ваше рассмотрение и утверждение. Когда вы отвергали какой-нибудь вариант, я искал другой, более подходящий. С этого момента вы по существу стали хозяином-заказчиком, моим научным руководителем и редактором моих филологических изысканий. В марте 1962 года Гумилев поставил Хвану задание, но уже 7 мая 1962, недовольный работой Хвана, устроил своему коллеге скандал, обвинил в маризме и незнании тюркских языков. Возмущенный Хван ответил письмом от 9 мая 1962, где напомнил Гумилеву историю их сотрудничества и спросил, уж не нашел ли Лев Николаевич другого, цитата, более удобного помощника-китаиста. Несмотря на ссору, Хван предложил все-таки довести работу до конца, но выдвинул одно условие. «Я считаю для себя делом чести довести ваш ценный труд до высокого технического уровня.
я вам предлагаю поместить в самом конце приложения к вашей книге сравнительную таблицу транскрипции имен и титулов ханов, выделенных Хваном большими буквами, первого каганата, но только под моим именем, выделенных Хваном, дабы вы могли опираться на что-то во всей китайщине. Вам даже не надо каждый раз ссылаться на меня. В оглавлении будет указано, и хватит. Ответ Гумилева Хвану неизвестен, зато мы знаем, как Лев Николаевич представил ссору с Хваном своим друзьям. Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 31 мая 1962 года. «Сильно подвел меня Хван. Он решил перевести нашу общую работу целиком на себя и вынес меня в сноски. При этом он переменил кое-что по своему разумению, и получился вздор. Он мне написал, что больше приезжать ко мне не хочет, но чтобы я включил в мою книгу именник под его именем. Ну не идиот ли?» Дружеские отношения между Хваном и Гумилевым были испорчены, хотя работу они все-таки довели до конца. Если прежде Михаил Федорович охотно приходил на Московский проспект в гости к своему товарищу по лагерю, то теперь даже деловые свидания проходили на нейтральной территории, у Татьяны Крюковой. Гумилев охотно использовал помощь других людей, но как только дело было сделано, необходимость в помощнике отпадала, появлялись другие задачи, требовались другие помощники. А что делать со старыми? Свое обещание Хван исполнил. Исполнил ли Гумилев? Исполнил. Но если верить письму Хвана к Татьяне Крюковой от 6 января 1968 года, далеко не сразу. В одной из редакций древних тюрков имя Хвана будто бы не упоминалось, зато вся реконструкция древнетюркских имен и титулов была приписана автору рукописи. Хван предупредил Гумилева: получится большой конфуз, потому что востоковеды хорошо знали, Гумилев не владеет китайским и не умеет читать иероглифы. Но эта редакция не сохранилась, так что мы можем только верить или не верить Хвану. В книге же Лев Николаевич своего коллегу не забыл. Хвану принадлежит синологическая часть работы, выполненной нами совместно. За оказанную услугу приношу ему благодарность. Хван, человек скромный и благородный, был вполне удовлетворен. В его глазах Гумилев реабилитировал себя полностью. Читатель, если возьмешь в руки древних тюрков, вспомни Михаила Федоровича, скромного и честного помощника, забытого ученого, чье имя не упоминают на евразийских сайтах и форумах. Я не обижаюсь на автора за использование моего труда в качестве навоза, которому надлежит быть на заднем дворе, писал Хван. Важно, что он помог пышно расцвести саду, а сад вырос великолепный. Книга написана талантливо, и ее автору многое прощается. Как говорится в быту, гению все дозволено. Академический бестселлер. Тема древних тюрков необычайно обширна. При традиционном подходе Гумилеву бы, вероятно, едва хватило на нее всей жизни. Диссертация и монография Гумилева посвящены народу, который впервые в истории объединил почти все степи, от Маньчжурии до Тамани, завоевал богатую и культурную Среднюю Азию и заставил еще более богатый и культурный Китай выплачивать огромную дань лучшими шелками. Но взгляд Гумилева еще шире. История тюрков встроена в контекст истории громадного региона от Византии до Кореи, от Байкала и Ангары до Тибета и Сычуани. Время действия — 2 с лишним века. Гумилев даже перекрыл историю собственно тюркских каганатов Первого тюркского, Западно-тюркского и Восточно-тюркского VI-VIII веков. Первые страницы рассказывают о событиях V века, перемены на Желтой реке. Последние страницы посвящены истории Тибета и гибели уйгурского каганата. Это 60-е годы IX века. Почти 4 века истории, очень далекой от современности и предназначенной, казалось бы, лишь специалистам.
Только слух специалиста по истории Центральной и Восточной Азии ласкают названия древних народов и городов: Карлуки, Тюргеши, Басмалы, Курыканы, Хатан, Бишбалык, Турфан, Гаочан. Имена великих и ничтожных правителей, полководцев, героев давно занесло песком времени. Многие ли слышали о Ли Шимине, Тюнь-Юкуке, Ашине Шени, Маянчуре, Иль-Терес-хане? А ведь таких имен в монографии Гумилева сотни. Историческая реальность Центральной Азии второй половины первого тысячелетия нашей эры для неподготовленного читателя так же фантастична, как мир далеких галактик. Тем интереснее необыкновенный успех древних тюрков. Тираж первого издания был невелик — 4800 экземпляров. Правда, современный ученый о таком тираже может только мечтать, но в Советском Союзе были и другие нормы. Впрочем, многие научные книги тогда пылились на книжных полках, их даже скупали, чтобы сдать потом на макулатуру и получить заветный талон на собрание сочинений Агаты Кристи или Александра Дюма. Но древних тюрков разобрали очень скоро, а Гумилев уже к началу 70-х попадет в число немногих ученых, популярных у интеллигентного читателя. Переиздадут древних тюрков только после смерти Гумилева, переиздадут пиратски, нарушив авторские права Натальи Викторовны, наследницы бездетного Льва Николаевича. Товарищество Клышников, Комаров и компания выпустит древних тюрков в убогом переплете на отвратительной серой бумаге, зато тираж этого издания поражает воображение — 200 тысяч, и его раскупят очень быстро. Со временем интерес к древним тюркам не исчез. По данным редколлегии сайта Гумилевика, древние тюрки в 1999 году оказались самой популярной работой Гумилева после супербестселлера «Древняя Русь и Великая Степь», научно-популярной книги «От Руси до России» и трактата «Этногенез и биосфера Земли». К 2007 году древние тюрки уже делили второе и третье место с этногенезом, уступая только Древней Руси. Гумилев не дожил до массового успеха древних тюрков, но сам он высоко ценил эту работу и старался придать ей особое значение. Книгу «Древние тюрки» напечатали потому, что нужно было возражать против территориальных притязаний Китая, и как таковая моя книга сыграла решающую роль. Китайцы меня предали анафеме, а от территориальных притязаний на Монголию, Среднюю Азию и Сибирь отказались. Как тут не вспомнить слова Ахматовой, сказанные, правда, по другому поводу? «Я одна, и против меня 600 миллионов китайцев. Китайцы жаждут моей крови». Вершители судеб, повелители народов, не иначе. Разумеется, китайцы не жаждали крови Ахматовой, не предавали анафеме Гумилева, от территориальных претензий не отказывались. Монография Гумилева вообще-то не имеет никакого отношения к советско-китайским пограничным спорам, да и сам Лев Николаевич, если не считать этого необычного для себя высказывания, всегда отрицал так называемое «историческое право» на территорию. Он не раз говорил, что отдаст свою зарплату тому, кто найдет на земле хоть один народ, извечно живущий на своей земле, ниоткуда не пришедший и ничего не завоевавший. В древних тюрках Гумилев, как обычно, использует исторические реконструкции. О быте и нравах двора уйгурского хана в конце VIII – начале IX веков мало что известно, но Гумилев смело пишет о вырождении уйгурской знати, о губительном распаде семьи. Основа для таких выводов – принятие уйгурами манихейства, религии, отвергающей благость посюстороннего мира, проповедовавшей крайнюю аскезу и отказ от семейной жизни. Но между религиозными предписаниями и повседневной религиозной практикой могла быть пропасть. Манихейство запрещало убийство, но уйгуры, перейдя в манихейство, не перестали воевать и убивать своих врагов. Так что здесь реконструкция подменяется фантазией автора. Но фантазии в этой книге не так уж и много. Даже самые смелые интерпретации, как правило, опираются на факты, извлеченные из источников или самим автором,
или его предшественниками, востоковедами. Гумилев вслед за Ньютоном мог бы сказать: «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». В 1965 году в 6-м номере журнала «Народы Азии и Африки» выйдет, если не разгромная, то уж во всяком случае ругательная рецензия Гумилева на книгу Клешторнова «Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии». Памятливый Гумилев не простил нападок востоковеда и, как только представилась возможность, перешел в контрнаступление. Клешторный, знаток древнетюркских источников, недооценивал влияние ландшафта на жизнь кочевых племен, в чем его не преминул уличить Гумилев. Автор помещает Кангюй в суглинистой пустыне, где, в отличие от пустынь песчаных, даже при повышенном увлажнении растительность развиваться не может. Предков тюрков, племя Ашина, автор располагает в пустыне около соленого озера Гашун-Нор. Даже не ставится вопрос о том, чем могли кормиться эти племена в пустыне. В письме к Василию Абросову Гумилев оценивал книгу Клешторнова еще резче, но, может быть, даже точнее. Сплошной туман из наукообразных фраз и сносок. Сам автор говорит, что хорошо, если во всем мире его прочтут человек 50. Цифра завышена. Такие книги отбивают у читателей вкус к чтению научной литературы. Гумилев знал тюркские языки намного хуже Малова, Кононова или Клешторнова, но лучше них разбирался во влиянии ландшафта на народ, общество, на экономику и даже на политику кочевых держав древности и Средневековья. А главное, у него был ценный для историка талант, который, кажется, впервые отметил Александр Юрьевич Якубовский, Юрич из писем Гумилева. Гумилев с гордостью писал Наталье Варбанец еще из омского лагеря: «Хунны, уйгуры, каракипчаки из контуров и теней постепенно превращаются в фигуры и иногда даже наливаются кровью. Я на них смотрю почти как на детей. Я ведь вывожу их из небытия. Помнишь, что сказал Юрич на защите? Из кучи хлама сделана связанная история за 100 лет». Хван, столько сделавший для Гумилева как раз во время работы над тюрками, был просто восхищен. Книгу «Древние тюрки» я считаю шедевром, как непревзойденный образец реконструкции живой действительности исчезнувшего народа. Пусть не все детали точны и достоверны, но общая картина, социальное полотно, в целом убедительно в своей правдивости. Вряд ли кому-нибудь другому удастся так ярко изобразить жизнь древних тюрков. Хван был совершенно прав. Древних тюрков будут признавать неординарным явлением и сравнивать с монографией известного немецкого востоковеда Лю Мао Цзая «Китайские источники об истории восточных тюрков». 19 апреля 1961 года Гумилев напишет Савицкому: «Я тюрков люблю больше, потому что в VI-VIII веках гораздо живее можно представить людей и события. Со многими ханами и полководцами я смог познакомиться, как будто они не истлели в огне погребальных костров 1300 лет назад». Гумилев относился к героям своих книг скорее как художник, чем как беспристрастный исследователь. Особенно это свойство проявлялось, когда он начинал писать о столкновении своих любимых кочевников, монголов и тюрков, с другими народами и с богатыми цивилизованными странами, вроде Китая, Персии и даже Руси. Он почти всегда старался стать на защиту степняков, превращаясь из ученого в какого-то странного историка-адвоката. Особенно это будет характерно для его будущих книг «Поиски вымышленного царства», «Древняя Русь и Великая степь». Но в «Древних тюрках» исследователь взял верх над природным тюркофилом. Нет книги более разрушительной для евразийской идеи, чем «Древние тюрки». Гумилев куда убедительнее того же Клешторнова показал, что тюркский вечный эль был создан длинным копьем и острой саблей и скреплен почти исключительно военной силой тюрков, заставлявшей головы склониться, а колени согнуться. Гумилев восхищается военной доблестью тюрков. Глава о восстании Кутлуга, возродившего восточный каганат,
одна из самых захватывающих, драматичных. Она намного интереснее исторического романа. Но Гумилев и не скрывает, что для вольных степных народов уйгуров, карлуков, кыргызов тюрки оставались поработителями. Отношения между народами, по крайней мере в Восточном Каганате, складывались как отношения между грабителями и жертвами грабежа. Поэтому Гумилев называет тюркский Каганат государством-хищником, некоторым подобием Спарты, но во много раз сильнее и больше. Объединение Великой Степи под властью тюркского рода Ашина было для большинства народов большой бедой. Постскриптум. Хунну и древних тюрков обычно включают в степную трилогию. Степная трилогия звучит красиво, но почему же в трилогии 4 книги? Перечисляю по году первого издания. Хунну, 1960, Древние тюрки, 1967, Поиски вымышленного царства, 1970, Хунны в Китае, 1974. Между тем все биографы повторяют одно и то же — трилогия. Создатели сайта Гумилевика называют Хунну и хуннов в Китае 2 книгами первой части степной трилогии. Сам Гумилев в предисловии к хуннам в Китае довольно неожиданно назвал эту книгу первой частью степной трилогии. Но 14 лет спустя в биографии и научной теории Гумилев уточнит, что термин «трилогия» относится не к изданиям, а к народам — хунны, тюрки, монголы. Это, собственно, и есть степная трилогия, которой посвящены 4 книги и множество статей. Я же не согласен ни с биографами, ни с самим Гумилевым. Здесь счет надо вести по книгам, а не по сюжетам и героям книг. Тем более, что не только этногенез хуннов, тюрок-тюркютов и монголов описывает Гумилев. Герои его книг — десятки, если не сотни больших и малых этносов, от многомиллионных ханьцев до малочисленных шато, муюнов, черных абаров. Как бы ни хотелось Гумилеву остановиться на числе 3, логика материала заставляет нас произнести неизбежное слово «тетралогия». Степная тетралогия объединяет историю Центральной Азии от III века до нашей эры с кратким историческим экскурсом в глубокую древность до VIII века нашей эры. Цель же степной трилогии — написать историю Центральной Азии от хуннов до монголов Чингисхана. Часть 9. Страшная тайна Восточной Европы. Хазары — страшная тайна Восточной Европы. Народ, возникший будто ниоткуда, ушедший в никуда. Точно неизвестны их предки, не найдены потомки. От хазарского языка сохранилось единственное слово — «саркел», переведенное автором повести временных лет на древнерусский буквально «белая вежа». «Иде Святослав на Казары». Слышавши же Казаре изыдыша противу с князем своим Каганом, и соступишася бити, и бывши брани межи ими, одоле Святослав Казарам и город их Белую Вежу взя. Саркел — крепость, охранявшая западные границы Хазарии от воинственных русов. Ее гарнизон, 300 воинов, составляли не хазары, а иностранные наемники. До похода Святослава хазарский каганат контролировал огромную территорию от Мангышлака на восточном берегу Каспия до Средней Волги, Дона, Крыма. В сфере влияния или даже в прямом подчинении хазарских каганов находился почти весь Северный Кавказ. Хазары отразили наступление арабов и задержали распространение ислама по Восточной Европе. Подвиг потрясающий, ведь незадолго до арабо-хазарских войн мусульмане сокрушили Персию и отняли у Византии все африканские и почти все азиатские владения. Константинополь устоял только благодаря техническому превосходству византийского флота, оснащенного огнеметами, греческим огнем. В арсеналах же хазарских каганов таких технических новинок не было. Арабские историки, географы и путешественники
Ал-Масуди, Ал-Истахри, Ибн Хаукаль сообщали о богатствах хазарских столиц Итиля и Семендера, но археологи даже не знали, где искать их развалины, а сама история каганата напоминала какую-то невероятную мистификацию. Примечание. В средние века о хазарах много писали арабы, гораздо меньше греки, совсем мало русские. От самих хазар сохранилось только 2 документа, они написаны не на хазарском, а на древнееврейском. Первый — письмо хазарского малика, царя, но не кагана, Иосифа Хаздаю ибн Шапруту, придворному врачу халифа Андалузии и дипломату, этническому еврею, который по мере сил пытался защищать права своего народа. Другой документ — письмо неизвестного хазарского иудея все тому же Ибн Шапруту. Оно оказалось в Кембриджском собрании древних рукописей, поэтому его автор и называется в исторической литературе кембриджским анонимом. Письма были переведены на русский, опубликованы и прокомментированы Павлом Константиновичем Каковцевым, известнейшим востоковедом-семитологом. Средневековые мусульманские историки и географы вопрос о происхождении хазар только запутали. Они писали, что хазары происходят от Ефета, сына Нуха, Ноя. Но к Ефету возводили родословие всех северных народов, от тюрков до славян, а историки берут сведения о происхождении из исторических источников, то есть у тех же арабских ученых и византийских хронистов, поэтому все попытки связать происхождение хазар с тюрками, с авирами или другими древними народами – это чистые реконструкции, основанные на вольных интерпретациях и домыслах. Конец примечания. Более всего ученых поражала религия хазар – иудаизм. Хазарский каганат – единственное средневековое государство, где иудаизм был религией господствующей, государственной. Сохранились даже хазарские дирхемы, очень похожие на арабские, но на арабских было написано «Мухаммад – посланник Бога», а на хазарских – «Моисей – посланник Бога». Почти все историки считали хазар кочевниками тюркского происхождения, потому что арабский географ Ибн Хаукаль написал, будто язык хазар похож на болгарский, а языком древних болгар считали тюркский. Большинство известных хазарских имен или иудейские, или тюркские. Тюрки-кочевники, исповедующие иудаизм, какой диковинный кентавр, какая странная, неправдоподобная химера. Гумилев заинтересовался хазарами еще в университетские годы. Лето 1936-го – самое жаркое в первой половине XX века. В Москве столбик термометра преодолел отметку плюс 37. Даже в обычно прохладных лесах Северной России и Урала пересыхали ручьи, мелели реки, горели торфяники. Облака не заслоняли землю от выжигающего все живое солнца. Дым горящих лесов окутывал города. А как жили и работали тем летом археологи в донских степях, даже и представить трудно. А ведь работали. Летом 1936-го экспедиция Артамонова продолжала раскопки хазарской крепости Саркел. Тем летом Артамонов принял на работу бывшего, еще не восстановленного на истфаке, студента Гумилева, с которым познакомился годом ранее, когда вел раскопки в долине реки Маныч. Артамонов и заинтересовал Гумилева хазарской историей. Теодор Шумовский пишет, что в 1938-м в тюремной камере Гумилев читал лекцию не о тюрках или монголах, а именно о хазарах. Через несколько лет после войны Артамонов продолжит раскопки крепости, и Гумилев вновь будет работать вместе со своим учителем практически до своего ареста в 1949 году. Артамонов завершит раскопки в 1951, а в 1952 остатки Саркела окажутся на дне Цимлянского водохранилища. Весной 1965 года издательство «Наука» заказало Гумилеву, в то время второму после Артамонова в Ленинграде специалисту по истории хазарского каганата, небольшую научно-популярную книгу о Хазарии.
Гумилев хоть и был несколько смущен задачей, научно-популярных книг он еще не писал, но быстро и легко справился с работой. Уже в ноябре 1965-го книга под названием «Открытие Хазарии» была закончена, а в июне 1966-го поступила в продажу. К тому времени Гумилев уже успел опубликовать результаты своих хазарских исследований в научных журналах «Азия и Африка сегодня», «Вестник ЛГУ», «Сообщение Государственного Эрмитажа». Специалисты, историки и археологи о результатах его работы знали. Книга предназначалась не им, а простым читателям, хотя именно «Открытие Хазарии» оказалось одной из самых цитируемых книг. Гумилев не только популяризировал, но и обобщил материал, разбросанный по отдельным статьям. Получилась вполне научная работа, написанная живым и легким языком. Пожалуй, в «Открытии Хазарии», оно появилось за год до древних тюрков, Гумилев и нашел форму для почти всех своих будущих книг. Каждая из них одновременно и научное исследование, и художественное произведение. Обычно книги по археологии, а большая часть «Открытия Хазарии» посвящена именно археологическим вопросам, читать невозможно. Кто, кроме специалиста, станет вчитываться в скрупулезное описание куч древнего мусора, могильников, полуслевших черепов? Но Гумилев, опытный литератор, уже знал, как заинтересовать читателя, чтобы тот с первых же страниц не отложил книгу в сторону. Он начинал загадкой. В один из весенних дней 1959 года я вошел в читальный зал библиотеки Эрмитажа и увидел профессора Артамонова, рассматривающего карту калмыцких степей. «Сколько километров в форсахе?» — мрачно спросил он меня. Я припомнил общепринятую величину — 5,5 километров, но профессор буркнул «не выходит» и пригласил меня к карте. Дело заключалось в следующем. Хазарский царь Иосиф в письме к Хаздаи ибн Шафруту описал ежегодную летнюю перекочевку своего двора. Весной он выезжал из своей столицы Итиль, расположенной на берегу Волги, и двигался на юг, к реке Вадышан. Затем он перекочевывал на север, очевидно избегая летней жары в засушливых прикаспийских районах, но двигался не домой, а к реке Бузан, отождествляемой с Доном, и оттуда возвращался к себе в Итиль, находившийся в 20 форсахах от Бузана. Все расстояния исчисляются от столицы Итиля. Следовательно, для того, чтобы найти место столицы, Артамонов построил на карте треугольник, упиравшийся вершинами в реки Дон, Бузан, Волгу, Итиль, и Терек, Утру, с длиной сторон пропорциональной заданным расстояниям. Однако установленная длина форсаха 5,5 километров противоречила его построению. Если принять эту длину за основу и опереть вершины треугольника на Дон, и пусть даже не на Терек, а на Куму и Маныч, то столица хазарского каганата должна оказаться в степи Северной Калмыкии, около Сарпинских озер. Это одно противоречило источникам, помещавшим Итиль на берегу Волги, а кроме того, пропадала большая река Вадышан, находившаяся на 10 форсахов севернее пограничной реки Угру. Задача казалась неразрешимой, и именно это заставило моего учителя задуматься. Лев Гумилев несколько раз менял свои взгляды на происхождение хазар. Сначала он просто принимал точку зрения Артамонова, затем, в начале 60-х, выдвинул оригинальную, но не подтвержденную источниками версию, будто хазары были потомками гуннов и сарматских женщин. В 70-е Гумилев откажется от своей старой гипотезы и выдвинет другую, вовсе не опирающуюся на письменные источники, но, как ни странно, более убедительную. Хазары — какой-то древний кавказский народ, жители долины Терека. Не тюрки и не кочевники. К созданию этой оригинальной гипотезы Гумилева привел человек, историей хазар никогда не занимавшийся. Друг бесценный. Вероятно, и Лев Гумилев не смог бы открыть Хазарию, если бы не дружба
с Василием Никифоровичем Абросовым. Это был крупный, нелепый, однорукий человек, как говорят, очень добрый, стеснительный, скромный. Сергей Лавров писал о нем с восхищением, как о бескорыстном труженике, преданном науке и совершенно не интересовавшемся почестями, званиями, славой. Абросов не защитил диссертации. Более того, у этого ученого-самоучки даже не было высшего образования. Он окончил рыбохозяйственный техникум. Ближайший друг Гумилева, только он, кроме Эммы Герштейн, Анны Ахматовой и Натальи Варбанец, в лагерные годы поддерживал с Гумилевым постоянную переписку. До ареста Лев Николаевич успел познакомить Абросова с Ахматовой. С тех пор друг Вася, в кавычках, стал время от времени появляться и в Фонтанном доме. Даже после своего переезда в Торопец, а потом в Великие Луки, ленинградской квартиры у Абросова не было, он поддерживал дружбу с Ахматовой, всякий раз, приезжая в Ленинград, заходил к ней в гости. Ахматова подарила ему один из своих сборников с надписью «В.Н.А. лучшему другу нашей семьи с самыми светлыми чувствами. Ахматова. 13 января. Ленинград». Абросов работал научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института организации рыбного хозяйства, но со временем лишился и этой скромной должности и устроился ихтиологом в рыбинспекцию. Наукой он теперь занимался в свободное время, как истинный ученый, который работает не ради зарплаты или гонорара. Он не умел делать карьеру, пробивать свои труды. Когда Гумилев попытался пристроить статью Абросова в научный журнал и начал при нем звонить академику Колеснику, президенту Всесоюзного географического общества, Абросов умолял положить трубку. Со временем Абросов все-таки опубликует 40 научных статей и 3 монографии, все в авторитетном издательстве «Наука», причем одна из его книг, «Зональные типы лимногенеза», по свидетельству Лаврова, станет теоретической основой многих докторских диссертаций. В жизни Гумилева Василий Никифорович сыграл роль выдающуюся. Он консультировал Льва Николаевича, делился собственными научными идеями. В 1962 году в престижных тогда известиях Всесоюзного географического общества вышла статья Абросова «Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон». В печать ее пристроил Гумилев. Вообще-то благодарность никогда не была добродетелью Гумилева, но тут особый случай. Другу Васе нельзя было не помочь, ведь идеи Абросова станут географической основой не только открытия Хазарии, но и всех последних статей и книг Гумилева, посвященных истории евразийских кочевников. Абросов развивал идеи известного советского географа Шнитникова, много лет изучал озера Средней Азии, в том числе Балхаш и Аральское море, и нашел закономерность. Усыхание Арала и Балхаша нередко совпадает с повышением уровня Каспийского моря. Кроме того, Абросов обратил внимание на связь между повышением или понижением уровня озер и солнечной активностью. Своими наблюдениями делился с Гумилевым еще в середине 50-х, когда тот сидел в лагере. Гумилев применил теорию Абросова к истории евразийских кочевников. Экономика кочевников всецело зависела от климата. Если из года в год повторялись засухи, то степняки беднели, начинался падеж скота, а за ним и голод. Соответственно, падала военная мощь степных империй и племенных союзов. Грозные хунну смиренно просили у китайцев разрешения поселиться на берегах Хуанхэ. Многолюдная некогда страна Кангюй превращалась в безлюдную пустыню, а ее жители, кангло-печенеги, мигрировали в причерноморские степи. Когда циклоны с Атлантики возвращались на юг, пустыни отступали, появлялись вновь богатые пастбища, где паслись тучные стада овец и табуны лошадей. По колебаниям уровня Каспийского моря можно было судить о климате окружающих степей и пустынь. Василий Никифорович писал для специалистов, но у него не было не только гумилевского тщеславия, но и гумилевского литературного дара. Он работал в обычном научном стиле. Цитата. «Как известно, циклоны есть производная фронтов, полярного воздуха и субтропического.
между барометрическими максимумами которых они проходят. Чем больше барометрическое давление в северной околополярной области относительно затропического максимума, тем южнее бывает расположена Атлантико-арктическая барометрическая депрессия, тем ближе проходят циклоны с атлантической влагой, когда в северной околополярной области давление бывает низким. Основные осадки, приносимые циклонами, выпадают севернее, в гумидной зоне. Для своего пути циклоны используют очередное положение барометрической ложбины, вызывая гетерохронность периодов относительно повышенного уровня увлажнения гумидной и аридной зон. Конец цитаты. А вот как о том же самом писал Лев Гумилев. Возможно 3 комбинации увлажнения. Первое. При относительно малой солнечной активности циклоны проносятся над Средиземным и Черным морями, над Северным Кавказом и Казахстаном и задерживаются горными вершинами Алтая и Тянь-Шаня, где влага выпадает в виде дождей. В этом случае орошаются и зеленеют степи, зарастают травой пустыни, наполняются водой Балхаш и Аральское море, питаемые степными реками, и сохнет Каспийское море, питаемое на 81% водами Волги. В лесной полосе мелеют реки, болота зарастают травой и превращаются в поляны, стоят крепкие малоснежные зимы, а летом царит зной. На севере накрепко замерзают Белое и Баренцево моря, укрепляется вечная мерзлота, поднимая уровень тундровых озер, и солнечные лучи, проникая сквозь холодный воздух, раскаляют летом поверхность земли. Раз нет облаков, инсоляция огромна. И это, пожалуй, оптимальное положение для развития производительных сил во всех зонах Евразийского континента. Второе. Но вот солнечная деятельность усилилась. Ложбина циклонов сдвинулась к северу и проходит над Францией, Германией, Средней Россией и Сибирью. Тогда сохнут степи, мелеют Балхаш и Арал, набухает Каспийское море, Волга превращается в мутный бурный поток. В Волжско-Окском междуречье заболачиваются леса, зимой выпадают обильные снега и часты оттепели. Летом постоянно сеет мелкий дождик, несущий неурожай и болезни. Третье. Солнечная активность еще более возросла, и вот циклоны несутся уже через Шотландию, Скандинавию, к Белому и Карскому морям. Степь превращается в пустыню, и только остатки полузасыпанных песком городов наводят на мысль, что здесь некогда цвела культура. Суховеи из сухой степи врываются в лесную зону и заносят ее южную окраину пылью. Снова мелеет Волга, и Каспийское море входит в свои берега, оставляя на обсыхающем дне слой черной липкой грязи. По долгу службы мне приходилось читать не только всех лауреатов, но и почти всех финалистов самых престижных литературных премий: «Русский букер», «Большая книга», «Национальный бестселлер». Ни один роман я не читал с таким интересом, с таким удовольствием, как историко-географические статьи Гумилева, опубликованные в сугубо научных журналах. Открытие Хазарии. В конце 50-х профессор Артамонов готовил к печати свою фундаментальную монографию «История Хазар». Она могла бы выйти и раньше, если бы не борьба с космополитизмом, то есть с евреями. После того, как газета «Правда» выступила в декабре 1951 года с резкой критикой преувеличения роли хазар в русской истории, хазарский вопрос неожиданно стал политическим, вероятно, впервые с X века. В антихазарской кампании принял участие даже Борис Александрович Рыбаков, будущий академик. Во второй половине 1950-х Артамонов уже готовил книгу к печати, но время было упущено. Профессор Принстонского университета Дуглас М. Данлоп выпустил свою фундаментальную историю еврейских хазар раньше Артамонова, и советскому ученому пришлось перерабатывать собственную книгу. Редактировать историю хазар Артамонов пригласил Гумилева, а тот, в свою очередь, решил дополнить работу учителя и найти обе столицы Хазарии
Итиль на Волге и Семендер на Сулаке или Тереке. О поисках Гумилевым Хазарии хорошо известно по его книге. Читать «Открытие Хазарии» увлекательно и полезно. Только надо помнить, что перед нами не мемуары, а художественное исследование. Последовательность событий лучше отражена в переписке Абросова и Гумилева и в небольшом исследовании Гелиана Прохорова, участника хазарских экспедиций Гумилева. В августе 1959 года Лев Николаевич впервые в жизни возглавил Астраханскую археологическую экспедицию Государственного Эрмитажа. Она была, правда, крохотной. Под началом Гумилева оказалось всего 3 человека: Василий Белецкий, Иштван Эрдели и Андрей Зелинский, причем Зелинский был принят в штат в последний момент. Венгерский археолог Эрдели привел московского археолога прямо на Павелецкий вокзал, откуда экспедиция отправлялась в Астрахань. Такими малыми силами многого не накопаешь, поэтому в задачу ученых входила только археологическая разведка. Гумилев описывал начало первой хазарской экспедиции красиво и поэтично. Как истые полевики, мы начали вести свои первые наблюдения еще из окон астраханского поезда. Ранняя северная осень со слякотью и моросящими дождями осталась позади, как только мы переехали в Волгу. Яркая голубизна неба как-то особенно гармонировала с палевой желтизной иссохших трав, припудренных тонкой пылью. Все было насквозь пропитано солнцем: и трава, и пыль, и меланхолические верблюды, и ветлы, мощные ивы с бледно-зелеными узкими листьями, трепетавшими под слабым дуновением ветерка. В Астрахань прибыли в первых числах сентября. Этот город всегда славился изобилием и дешевизной икры и рыбы. Волжский осетр и белуга еще не стали редкостью, а баночка паюсной икры стоила в Астрахани 5 рублей, значит, после реформы 1961-го 50 копеек, стоимость 10 троллейбусных билетов. Но в этой пахнущей рыбой благодати осеннего южного города задерживаться не стали. Уже 8 сентября археологи сели на пароход и поднялись на нем вверх по течению до села Енатаевки, где, как предполагал Артамонов, им должны были встретиться остатки крепостных валов Итиля или хотя бы черепки посуды, разбитой хазарскими женщинами. Не нашли ничего. Много дней они будут исследовать протоки Волжской дельты на моторной лодке, арендованной у какого-то местного сельсовета, но все находки экспедиции относились к более позднему, татарскому времени. Единственной стоящей находкой стал черепок более древней до татарской керамики IX-X веков, найденный на берегу Ахтубы под толстым слоем речных наносов. Уровень реки стоял много ниже обычного, и берег просматривался как на геологической срезе. Значит, на этом месте жили люди, пока их дома и сады не оказались под толщей воды. Гумилев решил, что все-таки нашел хазарскую столицу, точнее, нашел место, где она стояла. Лев Николаевич был человеком темпераментным, а богатое воображение не всегда помогало правильно оценить находку. Юрий Кожин вспоминал, как во время ангарской экспедиции Гумилев принял небольшой холмик с остатками горелого дерева за остатки ритуального захоронения и велел его зарисовать. Зарисовали, позвали Окладникова, но тот только хмыкнул: горелый пень, и ушел. Гумилев предположил, что столица хазар, как и многие их поселения, была просто затоплена. Но почему он решил, будто именно здесь, на берегу Ахтубы, близ урочища Мартышкин лес, располагался Итиль, до середины X века один из самых блистательных городов Восточной Европы? Не из-за остатков же битого хазарского горшка. Местность показалась Гумилеву похожей на окрестности Итиля, как их описывали арабские путешественники и Малик Иосиф. Увы, за 1000 лет конфигурация Волжской дельты заметно переменилась. 8 октября 1959 года Гумилев писал Абросову уже из Ленинграда: «Я нашел место хазарской столицы, но не нашел ее саму, она смыта.
Гумилев рассказал о своей находке и своих догадках. Очевидно, в 11-12 был огромный подъем Каспия и Волги. Реакцию Абросова Гумилев описал в своей книге «Ты сам не понял значения своей находки». Вслед за этими словами он будто бы поведал Гумилеву свою идею гетерохронности. Всю ночь мы просидели над составлением хронологических таблиц, на которые наносили эпохи расцвета и упадка кочевых держав в Великой степи, а к утру получили первый вариант климатических условий с точностью, при которой допуск равнялся примерно 50 годам, писал Гумилев. Возможно, друзья и могли сидеть по ночам и составлять таблицы, но идею гетерохронности увлажнения Евразии Абросов с Гумилевым начали обсуждать в письмах еще зимой-весной 1955-го. В августе 1955-го Гумилев даже прислал из лагеря Абросову результаты своих расчетов. Так что Гумилев уже давно был в курсе дела. Что касается Абросова, то в октябрьском письме Льва Николаевича он нашел доказательства своей гипотезы и просто напомнил друг другу о научной проблеме, которую они обсуждали 4 года назад. 17 октября 1959 Гумилев изложил гипотезу о периодичности увлажнения евразийских степей и трансгрессиях Каспия Артамонову. Тому идея понравилась, он дополнил ее собственными наблюдениями. Примечание. На рубеже 50-60-х годов XX века уровень Каспия снижался от года к году, и ученые уверенно прогнозировали его дальнейшее падение. Начали возвращаться к появившейся еще в XIX веке идее поворота Оби, Иртыша и рек Русского Севера на юг, чтобы принести воду в полупустыне Казахстана и «спасти» в кавычках Каспийское море. Хотя известна была и другая точка зрения. Академик Берг еще много лет назад утверждал, ни о каком беспрерывном падении уровня Каспия за историческое время не может быть и речи. Период низкого стояния, начавшийся после 1820 года и продолжающийся и поныне, должен, по всем видимостям, смениться периодом высокого стояния. Тем не менее, в 1971 году часть стока Печоры решили перебросить в Калву, реку бассейна Камы, а значит и Волги. Чтобы облегчить постройку канала, даже взорвали ядерный заряд, кавычки, мирный ядерный взрыв в интересах народного хозяйства, отравив радиацией Приуральскую тайгу. А в конце 70-х уже приступили к разработке окончательного проекта поворота рек. Над ним работало 112 институтов, в том числе 32 академических. Повороту помешали не только протесты общественности, не только заключение Бюро отделения математики Академии наук СССР о научной несостоятельности методики прогнозирования уровня Каспийского моря, и не только недостаток государственных средств, но и сама природа. Каспийское море с конца 1970-х начало стремительно прибывать, затапливая прибрежные постройки. За 20 лет его уровень повысился более чем на 2 метра. К началу нулевых его уровень немного понизился, но в последние годы опять начал повышаться. Как оказалось, Берг, Абросов, Гумилев были правы. А связана ли новая трансгрессия Каспия с переменившимся направлением циклонов, должна ответить уже современная наука. Гумилев и Абросов рассчитали, что ко времени появления хазар на арене истории, к VI веку, Каспийское море стояло на несколько метров ниже, чем в XX веке, а Волжская дельта была намного обширнее и могла кормить многочисленное население. Гумилев назовет древнюю дельту Волги Каспийскими Нидерландами. Он решил искать хазар не в низинах, а на так называемых Беровских буграх, возвышенностях, никогда не заливавшихся водой. Свое название они получили по имени знаменитого российского естествоиспытателя Карла Бера. В географическом обществе Гумилев познакомился с исследователем этих бугров, геологом Александром Алексиным, который возглавлял отряд Южной геологической экспедиции Академии наук.
Они договорились работать вместе и опубликовать результаты исследований. Благодаря Алексину материальная база экспедиции намного укрепилась. Археологам больше не приходилось выпрашивать лодки по сельсоветам. В распоряжении экспедиции была не только моторная лодка, но и машина. Теперь Гумилев сможет объехать всю дельту по суше и по воде, изучить все значимые протоки. Кроме того, появилась даже прислуга, шофер с кухаркой. Экспедиция Гумилева-Алексина в середине августа 1960-го начала раскопки на бугре Степана Разина и вскоре обнаружила остатки могильника хазарского времени, где нашли первого хазарина, которого скептики, впрочем, называли татарином, пока экспертиза керамики большого сосуда, найденного в погребении, не подтвердила древность находки. В своей книге Гумилев рассказывал о дельте Волги пространно и поэтично. Когда спускаешься от Астрахани, то сначала по обеим сторонам протока расстилаются зеленые луга, но вскоре на берегах появляются цепочки зарослей ивы, нежно шуршащие серебристыми листьями. Ниже они сменяются стенами высокого камыша или зарослями чакана, похожего на древние мечи. А вечером солнце тонет в прозрачной глади протоков, и кажется, что вся толща воды пронизана багряными лучами заката. Ландшафт живет, то и дело плещется крупная рыба. На мелководье у берегов стоят внимательные цапли, в затонах плавают стаи уток. Иногда в камышах слышен шелест, это пробирается кабан. Это описание замечательно не только поэтичностью, но и важным наблюдением. Образ жизни в дельте Волги резко отличается от привычного степнякам. Возможно, хазары, населявшие Каспийские Нидерланды, были прежде всего рыболовами и садоводами. Хазария оказалась типичной речной страной, расположенной южнее Астрахани, на площадях, частично ныне затопленных. Они там жрали рыбу и арбузы, а кочевниками не были. Об этом буду нынче писать. Несколько лет спустя на конференции, посвященной памяти академика Берга, Гумилев лишь разовьет мысль, высказанную в письме к другу Васе. Ландшафт окружающих Волгу пустынь и полупустынь резко отличен от ивовых рощ и тростниковых зарослей поймы и дельты. Здесь должны были обитать люди, совершенно не похожие на степных кочевников, оседлые, со своеобразным хозяйственным укладом и специфической культурой. Но результаты раскопок 1960-го померкнут рядом с новыми открытиями. Подводная археология. Эллины определяли возраст расцвета мужчины, акме, в 40-45 лет. Акме Гумилева наступила с небольшим опозданием. В годы хазарских экспедиций Гумилев спешно наверстывал упущенное. Вскоре у Гумилева появился первый ученик — Гелиан Прохоров, Геля. История их знакомства как будто сочинена профессиональным беллетристом. Встретились они в поезде, когда Гумилев впервые в жизни поехал лечиться на Кавказ, а Прохоров собирался полазить по горам. В Ленинграде их знакомство возобновилось, и Гумилев пригласил молодого человека к себе в гости. «Я пришел по указанному адресу и ахнул», — вспоминал Прохоров. «Дело в том, что в этом самом доме на Московском проспекте, где жил Гумилев, я проходил строительную практику, когда учился в военно-воздушной инженерной академии имени Можайского, еще до университета. У меня даже сохранилась фотография, где я малярничаю в будущей комнате Льва Николаевича». Гумилев был восхищен. «Геля!» — рокотал он. «Пока меня реабилитировали, вы, оказывается, строили мне дом». Здесь Гумилев принимал гостей и вел с ними беседы, плавно перетекавшие в домашние лекции. Из интервью Гелиана Прохорова. «Смысл моей жизни состоял в бесконечных разговорах с этим уникальным человеком и в чтении всего, что он писал. Историю он знал прекрасно, интересно ему было думать о ней, интересно, когда его мысли воспринимали, обсуждали. Очень живого ума был человек, очень. У меня же была просто ненасытная потребность говорить с Львом Николаевичем. Я наслаждался игрой его виртуозной мысли». Знакомство с Гумилевым изменило жизнь Прохорова.
Отчисленный из академии, недавно отслуживший в армии молодой человек, поступит в 1960 году на истфак ЛГУ и сделает неплохую карьеру, став известным историком и филологом-русистом. Гумилеву, несомненно, хотелось вернуться в привычный ритм научной жизни, усвоенный еще в студенческие годы. Каждое лето раскопки. Он не был кабинетным ученым. Когда Ахматова с возмущением рассказала сыну о легкомыслии Николая Степановича, который уехал в Африку вскоре после свадьбы, Лев искренне удивился. А как же можно было отказаться от экспедиции? Еще в лагере Лев Николаевич разболелся настолько, что был уверен, в экспедиции его больше не пустят. Все к тому и шло. Болезнь не оставила Гумилева и на воле. Наталья Казакевич, сотрудница Эрмитажа, где с осени 1956-го работал Гумилев, вспоминала, как Лев Николаевич во время приступов падал головой на пол и глухо стонал. Но уже летом 1957 года Гумилев поехал в экспедицию на Ангару, куда его пригласил Окладников. Поехал отчасти ради денег и ради дружбы с Алексеем Павловичем. А с 1959 по 1967 он будет ездить в экспедиции почти каждый год, планировать, ставить задачи, руководить раскопками и даже нырять с аквалангом в бурное море. Летом 1961-го Гумилев решил подтвердить гипотезу Абросова новыми полевыми исследованиями и после раскопок в дельте Волги отправиться в Дербент. Этот древний город в юго-восточном Дагестане много лет был пограничным. Арабы называли его Баб-эль-Абваб, большие ворота. Эти ворота держали на замке. Персидские шахи из династии сасанидов сделали Дербент самым северным пограничным городом своего государства. Самый знаменитый из сасанидов, Хасров I Анушерван, велел построить в Дербенте стену, которая одним концом уходила бы в неприступные горы Кавказа, а другим в море. Эта стена закрывала проход для воинственных кочевников северных степей в подчиненное тогда персам Закавказье. В определенном смысле Северная Дербентская стена оказалась миниатюрным аналогом Великой Китайской. Дербентская стена не спасла земли персов и грузин от хазарских и тюркских вторжений, тем не менее служила северной границей Персии вплоть до 90-х годов XVIII века. Гумилев, не только историк, но и географ, отметил мудрость персидских строителей, соорудивших стену как раз на границе ландшафтных зон. На север, насколько хватало глаз, простирается знойная выгоревшая степь. Это вариант уже знакомого нам ландшафта, вытянувшегося языком между отрогами Кавказского хребта и берегом Каспийского моря. Он доходит до подножия Дербентской стены и кончается. К югу лежат склоны холмов, перемешанные с зарослями орешника и какими-то причудливыми кустами. Здесь даже воздух другой, такой же горячий, но пряный и немного терпкий. Здесь другая жизнь и другие культурные традиции ощущаются не только в каждом здании, а даже в каждом камне или обломке сосуда. Это место, где люди жили оседло и обороняли свою землю от северных кочевников. Для Гумилева Дербентская стена была чем-то вроде гигантского измерительного прибора. Арабские авторы X века сообщали, что Хасров достроил морской конец стены, используя искусственную насыпь. В море бросали камни и свинец, и уже на них построили стену. Но между этими сообщениями и строительством стены прошло 4 века. Дербентскую стену возвели в VI веке. Гумилев решил определить, в самом ли деле стену построили на искусственной насыпи или же прямо на скальном основании грунта. Только в последнем случае гипотеза Абросова подтверждалась. Для таких исследований Гумилеву понадобились акваланг и сильный молодой помощник. Им и стал студент-первокурсник исторического факультета Геля Прохоров. Еще осенью 1960-го он слушал спецкурс Гумилева, а весной 1961-го пошел вместе с преподавателем в бассейн учиться подводному плаванию. Из письма Льва Гумилева Василию Абросову 29 июня 1961 года. «Я готовлюсь к экспедиции, которая должна начаться в июле. Предполагаю проверить по Дербентской стене уровень стояния Каспия в VI веке.
Для этого 2 месяца я ходил в бассейн и изучал способы подводных работ. Сегодня выполнил требуемые нормы, пронырнул 25 метров в длину и с глубины 5 метров достал груз в 5 килограммов. Сам себе с трудом верю, если учесть, как я валялся полгода тому назад. Гумилеву тогда шел 49-й год. 25-летний Гелиан Прохоров был подготовлен так хорошо, что тренер предложил ему участвовать в соревнованиях и очень удивился, услышав отказ. Но работу начали не в Дербенте, а снова в дельте Волги. В июле 1961-го экспедиция Гумилева возобновила раскопки на бугре Степана Разина. На этот раз средства позволили нанять землекопов, местных старшеклассников. Первые дни успеха не было, ни могильников, ни черепков не могли найти. Если верить Гелиану Прохорову, однажды ночью он столкнулся с потревоженным духом Хазарина и попытался убедить того не препятствовать раскопкам. «Послушайте», — заговорил я наконец с невидимкой, — «если вы Хазарин и боитесь, что мы найдем и оскверним ваши останки, то не бойтесь. Мы раскопаем вокруг вас землю, кисточками очистим ваши кости и все, с чем вас погребали. Затем все это зарисуем, сфотографируем, упакуем в вату и отправим в Эрмитаж, в Царский дворец, в Ленинград. Это большая честь». Видимо, дух понял русскую речь и оценил перспективу переселиться в Царский дворец. Уже на следующий день находки пошли одна за другой. Бугор Степана Разина оказался кладбищем, судя по разнообразию погребений, интернациональным. Гумилев предполагал, что в захоронениях были кости хазар, тюрка, телесца и печенега. После этого прорыва Гумилев с Прохоровым и Зелинским, оставив народ докапывать бугор, отправились в Дербент. Море у Дербента бурное. Даже в сравнительно спокойные августовские дни работать там было можно только несколько утренних часов, с 5 до 8. В 9 поднимался сильный ветер и начинался шторм. Под водой проводили 40-60 минут. После работы, по словам Гумилева и Прохорова, они долго не могли прийти в себя, не было сил даже пойти в городскую столовую пообедать. Гумилев так описывал работу морских археологов. «Сначала я плавал в тихой воде, и через стекло маски рассматривал дно, устанавливая объект и задачу. Затем я влезал в лодку и брался за компас и дневник, а Геля, Прохоров, опускался на дно и дополнял визуальные наблюдения, ощупывая камни. Затем он выныривал и сообщал полученные данные, не отплывая с места подъема. Все тут же фиксировалось, и мы переходили на следующую точку». Андрей Зелинский вспоминал о тяжелом, авторитарном характере начальника экспедиции, да и Гумилев признавался, что кричал на своих подчиненных при малейшей задержке в работе. Результаты экспедиции для него были важнее здоровья и жизни. 10 августа Прохоров и Гумилев едва не погибли. Первый взял чужой акваланг с неисправным, как потом оказалось, манометром. Второго едва не раздавило тяжелой лодкой, на которой они выходили в море. Жили ученые уединенно, с местными жителями почти не пересекаясь. Общались только с работниками спасательной станции, добрыми русскими людьми. На станции заправляли свои акваланги. Зато едва ли не единственное столкновение с кавказцами чуть было не стоило археологам жизни. Гелиан Прохоров вспоминал, как, получив в сберкассе довольно большую сумму денег, они с Гумилевым отправились гулять. По городу слонялись молодые люди кавказской национальности, многие с ярко выраженным желанием набедокурить. И вот один из встречных, щупленький, затуманенный вином или анашой, вдруг схватил меня за руку. Щуплому джигиту очень хотелось драться, вернее, бить меня. Я несколько раз уклонился от удара. Уложить его мне труда не составило бы, но я тут же получил бы удар сзади кастетом или ножом. Кто-то из его компании уже стоял у меня за спиной. Я поймал забияку за руку, завернул ее ему за спину и, обратившись к стоявшему за мной, предложил: «Пожалуйста, подержи». Все засмеялись. Примечательная реакция Гумилева. Инцидент он приписал внешности Гели. Прохоров перед экспедицией отрастил бороду
и, по мнению Гумилева, стал похож на Фиделя Кастро. Лев Николаевич убеждал молодого коллегу сбрить бороду, чтобы не навлечь на себя ненависть аборигенов. Странный ход мысли. В 1961 году советские люди только Гагарина любили больше, чем храброго, молодого и красивого вождя кубинской революции. И у нас нет оснований полагать, что на Кавказе к Фиделю относились хуже, чем в Киеве или Москве. Но Гумилев, человек не советский, был уверен в своей правоте. «Из-за вашей бороды чуть не была сорвана экспедиция», — упрекал он коллегу. Тренировки в бассейне не прошли даром. Аквалангисты свою задачу выполнили, тщательно исследовав подводную часть Дербентской стены. Необходимые расчеты гуманитариям помог сделать Алексин. Результаты наблюдений в целом подтвердили гипотезу Абросова-Гумилева и позволили уточнить сведения арабских географов. Во-первых, оказалось, что морское продолжение имеет только северная стена, а не северная и южная, как считали прежде. По сведениям средневековых авторов, между южной и северной стенами была цепь, закрывавшая вход в гавань. Гумилев и Прохоров доказали, цепь, если и была, то закрывала вход в огромную полую башню, ей оканчивалась морская часть северной стены. Эта башня, в которой из-за неисправного акваланга едва не погиб Геля, и служила своеобразной гаванью. Во-вторых, подтвердились предположения Гумилева. Морская часть стены была построена не на моле, а непосредственно на скальном основании, что было возможным только если уровень моря стоял в VI веке на несколько метров ниже, чем в X и в XX веках. В-третьих, Гумилеву пришлось внести в свои расчеты поправку. Он считал, что море в VI веке стояло на 6 метров ниже, но полая башня-гавань, открытая Прохоровым, этому противоречила. С большой неохотой Гумилев признал, что уровень моря был не на 6, а только на 4 метра ниже. Причем в своей статье «Хазария и Каспий», опубликованной Вестником ЛГУ и вскоре первой из работ Гумилева, переведенной на английский, Гумилев использует еще данные своих старых расчетов и свой план, где башня обозначена не полой, а обычной, то есть стоящей на суше. Но в открытие Хазарии Лев Николаевич все же поправку внес. Вообще нежелание отказываться от собственных устоявшихся суждений иногда переходило у Гумилева в научный догматизм, который вредил его исследованиям. Прохоров даже много лет спустя будет поминать приверженность Льва Николаевича заранее фортифицированным идеям. Итиль и Семендер. Экспедиция 1961 года – высшая точка хазарских успехов Гумилева. В 1962-1963 его экспедиция раскопает еще несколько бугров, найдет несколько хазарских захоронений, но искать Итиль после первой неудачи 1959 он так и не стал. Как теперь выяснилось, зря. В 2000 году астраханские археологи на юге дельты, недалеко от села Самозделка, нашли остатки большого поселения с кирпичной крепостью, похожей на хорошо известное оборонительное сооружение Саркела. Поскольку крупных городов IX-X веков, кроме Итиля и основанного позднее на его месте Саксина в дельте Волги, не было, то археологи решили, что перед ними тот самый Итиль. Зато Гумилев в 1962 году отправился на поиски Семендера. Этот город искали в низовьях Терека, в районе нынешнего Кизляра, но Гумилев решил, что в средние века в низовьях Терека город существовать не мог, потому что река часто выходила из берегов, а хазары не умели строить дамбы. Он начал искать выше по течению, и недалеко от станицы Шелковской, то есть уже на территории современной Чечни, нашел городище, которое признал древней хазарской столицей. Увы, серьезных доказательств на этот раз не было. Археолог Виноградов на страницах журнала «История СССР» раскритиковал Гумилева за поспешность и самонадеянность. По словам Виноградова, Гумилев просто выдал свою гипотезу за доказанный факт. При этом критик высоко оценил саму находку. Поиски Гумилева не только закономерны, но и весьма результативны. Им открыт уникальный и до сих пор фактически неизвестный науке объект. Ведь вплоть до посещения Гумилевым
Эта крепость, неизвестно с чьей уж легкой руки, считалась русским городком Терки-2, построенным в 1578 году. Ни один археолог прежде не заметил, что так называемые валы крепости на самом деле представляют собой оплывшие стены, сложенные из сырцового кирпича. Вплоть до книги Гумилева памятник так и не привлек внимание специалистов по раннему Средневековью. Виноградов безоговорочно признал городище хазарским, но отказался считать его Семендером. Дело в том, что современники описывали Семендер как большой и процветающий торговый город. Значит, от него должен был сохраниться богатый культурный слой, остатки жилых зданий, торговых лавок, базаров, свалок, остатки кладбищ, наконец. Но культурный слой Шелковского городища оказался бедным. В основном встречались фрагменты керамики VIII-X веков, то есть хазарского времени. Значит, Гумилев открыл не Семендер, а какую-то пограничную крепость, построенную хазарами против кавказских горцев. Словом, открытие Семендера не состоялось, резюмировал Виноградов. Гумилев, разумеется, ввязался в спор и написал в историю СССР полемическую заметку. Но его аргументы были слабоваты, а завершил Гумилев свой текст неожиданно. Все имеющиеся данные говорят за отождествление Шелковского городища с цитаделью Семендера, но не исключено появление новых данных, которые, может быть, заставят наше заключение пересмотреть. Гумилев как будто готовит запасной мост для отхода. Значит, он все-таки усомнился в том, что нашел Семендер. Боюсь, что Гумилев разочаровался в своем открытии гораздо раньше. Вдумаемся. В 1964 году, вместо того, чтобы продолжать раскопки Шелковского городища, Гумилев отправляется на реку Арчеда, приток Дона, присоединившись к экспедиции почвоведа Александра Гавриловича Гаэля. Савицкий в Праге недоумевал. Задаю тревожный вопрос. А Семендер? Вы должны обязательно найти этим летом время продолжить исследование Семендера, лично вашего великого открытия. Почему можно было копать хазарские могилы в других местах, а к интереснейшему городищу равнодушие, писал он в 1964-м. Я прямо криком готов кричать, что раскопки в Семендере надо начать уже этим летом, горячился Петр Николаевич весной 1965-го. Только в августе 1966 года Гумилев вместе с Артамоновым и двумя молодыми археологами, Столяром и Гадло, приехали в Шелковское городище и еще раз осмотрели его. Собрали коллекцию хазарской керамики VIII-X веков, но времени для настоящих раскопок не было. Гумилев торопился на Пражский археологический конгресс. Раскопки возобновили в августе 1967 года. Гумилев тогда был приглашен консультантом в Кавказскую этноархеологическую экспедицию Ленинградского государственного университета. Его сопровождал Прохоров, уже аспирант Пушкинского дома. Раскопки продолжались дольше месяца. На этот раз сенсации не случилось. В цитадели нашли еще керамику нашли и вокруг цитадели, но не так много. Картина раскопок мало напоминала остатки крупного города. Много лет спустя ленинградский археолог и этнограф Гадло, продолжавший исследовать Шелковское городище, фактически признает правоту Виноградова. Гумилев открыл сезонную ставку хазарского военачальника. Это была последняя экспедиция Гумилева. Его полевая карьера, начатая летом 1931 на Хамар-Дабане, окончилась на берегах Терека. В 1967 ему исполнилось 55 лет. Возможно, новым экспедициям мешали болезни, приобретенные в лагере. Не исключено, что свою роль сыграла красивая москвичка, на которой женился Гумилев. Наталья Викторовна, вероятно, не хотела отпускать мужа на месяц-другой в общество юных студенток-практиканток. Но была и другая причина. Раскопки Шелковского городища сам Гумилев, видимо, не считал перспективными. Если бы он продолжал верить в свою находку, то постарался бы довести дело до конца. Гумилев не любил открытых финалов и старался не оставлять ученикам и последователям неразрешенных научных проблем. Наконец, самое главное.
Гумилев со второй половины 60-х все больше занимался пассионарной теорией этногенеза. Времени на раскопки больше не было. О хазарах Гумилев еще напишет очерк, который принесет ему скандальную славу. Идеи Шнитникова и Абросова о гетерохронности и заимствованный еще у Грум-Гржемайла географический подход к истории древних этносов в Евразии Гумилев будет применять до конца жизни.